В который раз археологи погрузились на дно Черного моря. Они искали дворец легендарного царя Митридата, того самого, который пытался покорить Рим. В честь его даже воины назвали Митридатовым. В этот раз археологи и правда раскрыли тайну. Нашли плиту, перевернувшую взгляды историков на многие легенды о Тамане. Мы нашли под водой во время раскопок мраморное надгробие, верхнюю часть мраморного надгробия, на котором было написано следующее: «Гипсикрат, жена царя Митридата, Евпатора, прощай». Историки были озадачены. Жену царя Митридата звали Гипсикратия. Почему же тогда на плите мужское имя Гипсикрат? Из древних легенд известно, она была женщиной-воином, правила царством наравне с мужем, вместе с ним участвовала в битвах. За такую доблесть Митридат и назвал ее Гипсикрат и даже похоронил под мужским именем. Кстати, погибла она по легенде в бою. Эту историю всегда воспринимали как красивую легенду и не больше, а это оказалось правдой. То, что на Тамане жили женщины-воины, уже мало кто сомневается, находят много барельефов с битвами амазонок и мужчин. Но главное доказательство – могильники. Очень часто женщин хоронили не только с украшением, но и луком и стрелами. По верию древних, то есть человеку старались в погребении положить все то, что связывало его с земной жизнью. Для того, чтобы он в прошлой жизни, в земной, мог, в общем-то, этим воспользоваться. И если, в общем-то, женщине наряду с украшениями клали колчан со стрелами, значит, очевидно, она тоже им могла пользоваться в земной жизни. Историк Геннадий Майков уверен, на Тамане жили те самые легендарные амазонки. Проблема в том, что часто археологи женские могильники принимают за мужские. Открывают могилы, и, скажем, целые могильники, и лежат воины. Но оказывается, антропологические данные говорят о том, что это женщины. Он любит рассказывать внуку красивую легенду про амазонок, женщин, с которыми бился Тесей и Геракл, которые наводили ужас на греков, сражались под стенами Трои, нападали на Рим и которые жили в том числе на Тамане. Об этом писал и Геродот, и первый летописец кубанского казачьего войска Федор Щербина. В Тамане существует такая легенда, что греческие города-поселения очень боялись амазонок, потому что они как тучи налетали на эти поселения, забирали молодых мужчин, использовали их как нужно, а потом либо отправляли назад в города, либо оставляли, либо убивали. Но однажды, по легенде, грекам все же удалось взять в плен амазонок. На кораблях их повезли в Афины, чтобы провести по улицам столицы, побежденных и униженных. Но женщинам удалось захватить корабли, и причалили они к берегам той земли, которую сегодня называют Таманью, и начали грабить местные племена. Укротить их смогли только скифы. У них к женщинам с оружием был свой подход. Мудрый скифский князь направил к амазонкам самых красивых мужчин племени, отважных воинов. Без оружия, но с богатыми дарами. Они сделали воительницам предложение выйти за них замуж. Но женщины не спешили расстаться со своей свободой и стать самыми обыкновенными домохозяйками. Амазонки согласились, но с одним условием, что скифы переберутся к ним в их шалаши, что вместе они будут ходить в военные походы и править тоже вместе. Так, опять же, по легенде появился новый народ – савроматы или сарматы, народ, который греки называли женоуправляемыми. Говорят, что юная сарматка не имела права выйти замуж, пока не убьет в бою врага. Где здесь миф, где правда, сегодня мало кто разберет. При этом многие отмечают, что по силе характера казачки чем-то напоминают амазонок. Например, когда враг нападал на кубанскую станицу, женщины тоже брали в руки оружие и защищали свой дом, как древние воительницы. Лидия Василевская, Леонид Мальчинский, Олег Перминов, Артем Лычко. Новое телевидение Кубани.